Мои самые первые впечатления о Республике Коми. Абсолютно голым, меня накрыли ветками, так мы и познакомились. Привет, друзья, Чолом Дона Йортиас. Мой друг Дэви Баджона, с которым мы уже снимали неоднократные видеоролики о Республике Коми, снова побывал в гостях. В этот раз в Ижемский район приехал. Он уже 4-й раз в Республике Коми, ему все больше и больше нравится наш регион. Приятного просмотра, Дэви на связи. Мои самые первые впечатления о Республике Коми, как ни странно, вот с людьми вообще не связаны, потому что они происходили вдали фактически от цивилизации. В Чоро-Илыжском заповеднике это вот величественная тайга, огромные деревья, река, тишина, туман. Это рассеянный свет луны на реке, текущий с гор. И мы решили разыграть туристов, сказали, что будет блогер, и меня одели, точнее я оделся в такой аборигенский наряд, так скажем, абсолютно голым, меня накрыли там ветками не помню какого дерева, в общем, был абсолютно голый, и дали копье. Вот, и как только вы начали подъезжать, я начал там танцевать, делать вот эти стереотипные движения аборигенов. Ну, так мы и познакомились, получается. Мича и Жемка, метану рады, ми питюса. Километры воды, что над нами. А ви шекет? Стави шекет, у мене куло. О, кот кілочок на малачик. Ну, сувенир из Коми привезешь. Если первый раз, когда я тут был, я познакомился с природой, то в этот раз, проверил себя, в этот раз я лучше познакомился с людьми, с историей. Добротные сельские дома, которые строили очень давно и которые до сих пор стоят. Мне они очень нравятся. Нравятся печки. Мечтал увидеть такую печь, как в сказке, где можно и спать, и готовить, и много чего делать. Традиционная русская печь, да, все они знают, но вот я не знал о том, что в ней, оказывается, готовят всегда каждое утро с утра и фактически каждый раз делают холодец. Поэтому времени-то уходит немало. А потом подобрать такой момент, когда суп-то будет не очень чтобы еще углей было такое количество, чтобы достаточно, но чтобы не так мало. А надо еще побежать на работу. Вот что было таким преткновением, очень большим преткновением. То есть для меня холодец – это такое блюдо, которое готовят там один раз в год или 2 раза в год на празднике. А тут, оказывается, томленое мясо. Ну, часто достаточно, я так понимаю. Вот. Своя техника строения этих домов отличительная. Есть, я тоже не знала, то, что закругляют доски в углах, чтобы происходила такая естественная конвекция. Перец надо, перец? Нет, что соль можно перец? Дэви пробует соль. А все, достаточно, так, да? чуть-чуть, да. Ну, как бы соль А по... то все прям запихивай и жуй. Ну что, как Дэви? А я дожую. Каджит. Сейчас живу в Москве, и для меня это непривычно, потому что я вырос в деревне. Я люблю деревню, хочу возвратиться в нее. Мы каждую зиму топили печь, каждое лето собирали дрова, заготавливали дрова. Зимой выпадало очень много снега, примерно даже больше, чем здесь, потому что мы находились чуть южнее, то есть было, наверное, в Монреале. Монреале это в Квебеке, провинция, которая находится прямо у Атлантического океана, то есть на востоке Канады. Вот, поэтому мне очень близка природа здешняя, и быт в какой-то степени близок, какой-то нет, но с другой стороны он еще близок тем, что я вырос на русских сказках. Вот, и эти избушки, эти поселения, эта история, она мне с детства близка. Тут и сохраняют, и помнят, и дети, я так понимаю, большинство знают родной язык. Но я бы посоветовал, наверное, продолжать делать то, что уже делается, как нам говорили в музее, то, что
читают детям сказки разных стран, и они, наверное, не так хорошо вникают в культуру их собственной страны, я бы посоветовал основывать воспитание детей как раз на собственной культуре, на собственных традициях, на собственных сказках. Они очень богатые, что и сказки малой родины Коми, что и сказки России, то есть чтобы дети имели представление как и о своей малой родине, так и о государстве, где они находятся, где они живут. Очень любящие свою историю, свою культуру, дружные, знающие о том, где что. Как будто бы тут все знают историю, все ее пытаются сохранить, все знают основные села, основные места силы их республики. Это очень здорово. В следующий раз, наверное, в Воркуту мы не поехали, и в Баркаланск нужно доехать. Или долететь. Ну и в заповедник я хочу вернуться все-таки. До сих пор поддерживаю связь с лесниками. Небо отражается в реке, облака плывут по небу, уходя за горизонт. Сосны возвышаются над нами, словно древние титаны, на плато маньбунер. Завтра мы выходим на свободу, отрекаясь от всего, чему учили нас всю жизнь. Многим из нас не дано утром в лес уходить, искать приключения, представить, что будет как вино. А внутри, как всегда, ни тени сомнения, что весь мир в наших руках, а голова упирается в небо, и правда только в ногах. Я взрослым уже никогда не поверю. Я взрослым уже никогда не поверю.